Сегодня в Якутске состоялось торжественное открытие нефрологического отделения на 25 коек с палатой реанимации и интенсивной терапии при Якутской городской больнице номер 2. Подробности у Виктории Федоровой. Еще один шанс поддержать свою жизнь для людей с болезнью почек. Новое нефрологическое отделение готово к оказанию квалифицированной медицинской помощи пациентам со всей республики. Как вы знаете, у нас очень много больных с хронической почечной недостаточностью, и даже тот центр «Диалог Плюс», который был открыт для больных, которые проходят гемодиализ, он практически не справляется с нагрузкой. Поэтому очень важно было обеспечить раннюю диагностику, раннее лечение больных, чтобы меньше было больных с тяжелыми формами и инвалидизацией. Всего в отделении 25 коек с палатой реанимации и интенсивной терапии. Мы оказываем помощь всем пациентам поликлиник города Якутска, госпитализируем с УСов республики, чтобы оказать именно диагностическую и лечебную качественную медицинскую помощь. Отделение оснащено современным медицинским оборудованием. Всего в Якутии на сегодня насчитывается 65 аппаратов гемодиализа. 2 из них установили здесь. Гемодиализ – это жизненно важная процедура очищения крови у больных, чьи почки не справляются с этой работой. Таким больным токсические вещества необходимо вымывать из крови как минимум 3 раза в неделю. Иначе интоксикация организма грозит смертельным исходом. У пациентов с конечной стадией почечной недостаточностью в исходе многих заболеваний, таких как гломерулонефрит, диабетическая нефропатия, поражение почек при высоком артериальном давлении и многих других болезнях, перестает выделяться моча. И вот этот самый аппарат, искусственная почка, заменяет полностью функцию почки. Человек вот на этом аппарате может дожить до старости, не имея функции почки. То есть пациент живет там 20, 30, 40 лет без мочи. То есть функция почки у пациента нет, функции почки, но он живет за счет того, что он лечится на аппарате искусственная почка. Жительница Якутска Марфа Федотова поступила сюда неделю назад. По словам пациентки, лечение также зависит и от самого больного. Сейчас Марфа Егоровна соблюдает строгую диету. Благо в отделении для этого созданы все условия. Очень хорошее медицинское обслуживание. Нравится больным. Хороший врач нас обслуживает, Мария Владимировна, заведующая отделением. Медсестры очень внимательные. Тонкие причины заболевания почек. Наш суровый якутский климат является одной из них. Но в первую очередь это итог неправильного образа жизни, питания, а также бесконтрольного приема медикаментов и различных БАДов. В России хроническая болезнь почек ежегодно уносит жизни нескольких десятков тысяч граждан. И одна из причин этой пагубной ситуации – поздняя диагностика. К сожалению, этот показатель в Якутии также неутешителен. Так специалисты советуют, как меры профилактики, соблюдать простые правила. Время от времени сдавать анализы, проходить УЗИ почек и измерять артериальное давление. Как говорится, болезнь лучше предупредить, чем лечить. Виктория Федорова, Дмитрий Сергучев, НВК «Саха», Якутск.